Отопление в школах и детских садах Сыктывкара будет включено 1 сентября, так же, как и в остальных соцучреждениях. Жилой фонд запустят чуть позже. В целом, подготовка к осенне-зимнему сезону в столице Коми идет без каких-либо эксцессов. 90% котельных готовы, завершаются ремонты на теплосетях. Об этом и не только говорили сегодня на общегородской планерке в мэрии. Подробности знает Алексей Корчма. Мощные ливни, раскаты грома и разряды молний. Накануне вечером на Сыктывкар вновь обрушилась стихия. В местечке Дырнас без электричества остались 2 садовых товарищества и объездная дорога. В микрорайоне Орбита отключилось водоснабжение, обесточило питающий насос. В целом, объекты энергетики и жилищно-коммунального хозяйства столицы Коми серьезно не пострадали, а отчитались в мэрии. Впрочем, дожди прогнозируют до конца недели, нужно быть начеку. Уровень воды в реках остается критичным, продолжаем ходить по критичным значениям. В части производственного участка осуществляем плановую промывку систем ливневой канализации, оперативно устраняем провалы на проезжей части и замену люков. В период непогоды в целом система показала свое рабочее состояние, зафиксированы небольшие подтопления в нижней части города, в основном это засорение мест дождеприемников в результате обильных осадков, которые были оперативно устранены. Отопительный сезон в Сыктывкаре традиционно стартует 1 сентября. Сначала тепло придет в сады и школы, чтобы дети на занятиях чувствовали себя комфортно. Когда среднесуточная температура не будет превышать плюс 8 градусов на протяжении 5 суток, поэтапно начнется подключение из жилого фонда. Город к зиме практически готов, рапортуют тепловики и ресурсники. Все котельные и насосно-смесительные пункты готовы к началу отопительного сезона и запуску. К концу недели планируем завершение работ по перекладке ветхих сетей. По запасам топлива уголь завезен в полном объеме, нормативный запас. Запас мазута 300 тонн достаточно для начала отопительного сезона. К началу нового учебного года полностью готовы 45 школ и 98 детских садов Сыктывкара. Вызывает обеспокоенность рост заболеваний коронавирусом. Дети и родители возвращаются с югов, чаще проводят время в больших компаниях. Отсюда и риски новых вспышек ковида. Рекомендации Роспотребнадзора уже в работе. По заболеваемости на сегодняшний день у нас отмечается заболевание ковидом как сотрудников, так и детей. Идет рост по заболеваниям ОРКИ. Вчера была получена рекомендация от Роспотребнадзора проведения обследования работников пищевого коронавируса. Данная работа начала. В ближайшие дни, в течение 2 недели, будут проведены все необходимые мероприятия. На общегородской планерке затронули тему ремонта дорог. Мэрию Сыктывкара не устраивают темпы работ Комидорожной компании. Есть претензии по срокам, качеству и освоению финансирования. Улица Индустриальная без существенных изменений. Выполнено всего 20% работ. Техники и людей минимум. Улицы Магистральная и Судостроительная не сделаны. Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин подчеркнул, что Комидорожной компании необходимо обеспечить работу 2 асфальтобетонных заводов, пока работает 1. Увеличить число техники и людей на объектах. Всего в этом году в столице Коми ремонтируют 14 дорог и участков. В городе Эжве, пригородных поселках и в Верхнем Чове. Общая протяженность около 12 километров. Работы идут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Алексей Корчма, Ксения Мишарина, Артем Соколов, телеканал Юрган.